Иван Павлович Морозов. «Республика помнит». Книгу с таким названием накануне презентовали в Национальной библиотеке Коми. Издание объединило на своих страницах биографию, исторические факты и воспоминания современников о видном государственном деятеле, руководившем регионом 22 года. Одной из первых с литературной новинкой ознакомилась Ксения Лосева. Человек-эпоха, лидер, выдающийся государственный деятель, находившийся у руля Коми более 20 лет. Об Иване Павловиче Морозове сказано и написано немало. Объединить все воспоминания под одной обложкой решили еще в 2019-м во время морозовских чтений. Главной задачей было показать личность руководителя через призму его рабочих будней и обычной жизни. В книге помимо биографии и исторических фактов собрано более 60 персональных воспоминаний соратников Ивана Павловича. Пришлось плотно поработать, поднять себе биографию. Но это на сегодняшний день наиболее полное собрание воспоминаний соратников. И это мощные документы, потому что по всем правилам исторической науки это, в общем-то, документы личного происхождения. Это не просто мемуары. И из этих 60 с лишним 1/3 это абсолютно новое. Появлению книги предшествовал целый ряд других важных событий. В 20-м на месте будущего памятника в Кировском парке Ивану Павловичу был установлен закладной камень, а уже через год состоялось торжественное открытие самого монумента. Его автор Анатолий Неверов не раз говорил, что работал над образом Морозова трепетно, волнуясь. Ровно так же ответственно и с чувством в это время творила и редакционная группа. Много было мероприятий по столетию. А вот две вещи, о которых все ветераны мечтали, пытались решить, это открытие памятника и написание книги. И оно свершилось. Я эту книжку открывал наугад и находил там для себя столько неизвестных вещей. Вроде я знал Морозова, но у каждого есть все связанное с именем этого человека. С именем Ивана Павловича связана целая эпоха в истории Коми – годы бурного экономического роста. Вместе со своей командой Морозов буквально выстраивал новый облик Северного края. Тысячи километров дорог, промышленные объекты, которые полностью перестроили экономику республики, аэропорты, школы, детские сады и больницы. И вместе с тем, как говорят современники, Иван Павлович всегда оставался человеком, готовым выслушать и помочь каждому. Об этом тоже есть в книге. Когда выезжал в районы, он первым делом шел не куда-то там в сельсовет, куда-то к начальству. Он шел на делянки. Если он был на стройке, он шел к простым строителям. Он спрашивал, что у вас волнует, что у вас тревожит, что вам надо, какие у вас условия жизни. В книге, впрочем, как и в жизни, биография Ивана Павловича неразрывно связана с историей республики. Но на страницах не только о прошлом, но и о настоящем. Заключительный раздел «Чтобы помнили» посвящен сохранению памяти об Иване Морозове для современников и будущих поколений. Книга обобщила все, что было издано раньше. Она стала подтверждением того, что мы помним и дорожим памятью об Иване Павловиче Морозове. Страницы книги – это страницы истории республики, знать которую необходимо всем, чтобы двигаться вперед. Уверен, что читатель, прочитав это издание, по-новому откроет для себя республику, ее людей, ее дух. Уже сегодня книги отправятся в библиотеки и другие учреждения региона и точно будут интересны не только взрослому читателю. Иван Павлович Морозов уже много лет является не просто гордостью республики, но и настоящим примером для подрастающего поколения. Ксения Лосева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.